Нерабочие дни продлены до 11 мая. Сохраняются и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Масочный режим исполнения обязательно, что грозит игнорирующим указ главы региона. Эффективная платформа, объединяющая всех участников научно-исследовательской деятельности. Пятилетие празднует Малая академия наук Якутии. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. С коронавирусной инфекцией скончались 2 пациента инфекционной больницы в столице республики. Женщина 85 лет и мужчина 66 лет. По информации оперштаба, женщина поступила 21 апреля. Диагноз COVID-19 был поставлен на следующий день. Мужчина поступил 19 апреля. Диагноз был поставлен в тот же день. Оба пациента поступили в больницу уже на стадии двусторонней пневмонии и имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания, говорится в сообщении. Оба пациента находились на аппаратах ИВЛ. В целом за сутки заболели 17 человек, из них 14 в Якутске, 3 в Нерюнгри. Всего в республике 183 заболевших COVID-19. Очень прискорбно, но 2 наших больных скончалось. Это люди пожилого возраста, которые находились последние дни на аппарате искусственной вентиляции легких с многочисленными сопутствующими болезнями. И, к сожалению, вот их возраст, их состояние ускорило их уход. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким. И, конечно, еще раз я хочу повторить, что надо о старшем поколении заботиться в эти дни, в эти недели, так и, конечно, надо их предохранять от всевозможных контактов с внуками, с соседями, с другими людьми, для того, чтобы максимально их оградить от коронавирусной инфекции. В Якутии продлены действия мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и нерабочие дни до 11 мая. Соответствующий указ подписал глава республики Айсан Николаев. Решением президента нашей страны праздничные дни, которые у нас есть, и вот в майские дни, они будут продолжены. Те рабочие дни, которые были в период между майскими праздниками, они сейчас не объявлены нерабочими, с сохранением заработной платы по стране по 11 мая, ну и соответствующий указ по Республике Саха-Якутия по продолжению всех мер по повышенной готовности также сегодня нами подписан. На совещании по Чаиндинскому месторождению, прошедшему по видеоконференц-связи, подписан план действий, предусматривающий вывоз вахтовиков. Сегодня авиарейс вывез 150 работников в Омск. Сегодня в 5 часов дня вылетел самолет с аэропорта Талакан с 50 работниками газовой компании на борту. Направляется в город Омск. Сегодня также на месторождение прибыл генеральный директор компании «Газорстрой». Я напомню, как раз это руководитель организации, в которой происходят события, широко тиражируемые в социальных сетях. И в настоящее время проходит встреча с работниками. И сегодня же вечером состоялся вывоз с месторождения автомашиной 5 человек в больницу города Ленска. В инфекционном отделении Ленской больницы находится 4 человека с диагнозом COVID-19. Одного из них готовят к выписке. Это будет 3-й выздоровевший пациент. Еще 10 человек лечатся в больнице от пневмонии. 21 человек находится в провизорном отделении. По словам главврача, больница снабжена всеми необходимыми лекарствами и средствами защиты. В ближайшее время на спонсорские деньги будет закуплена ПЦР-лаборатория. Так Алроса выделила на медикаменты 3 миллиона рублей. Компания «Газпром Добыча Ноябрьск» 5 миллионов. На сегодняшний момент состояние всех больных у нас удовлетворительное. Ряд больных уже ушли на выписку сегодня. У нас больше 30 человек находится вообще в инфекционном отделении. Часть в инфекционном отделении, часть в провизорном отделении. Состояние всех больных на сегодняшний момент удовлетворительное. Тяжелых больных у нас сейчас нет. У нас было 5 больных тяжелых, мы их забрали в Якутск. О ситуации с коронавирусом в Нерюнгринском районе расскажет глава Виктор Станиловский. В Нерюнгринском районе в сегодняшний день выявлено 4 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Один человек – это молодая женщина, приехавшая к нам ранее
поселок Биркакит. По ней был определен круг лиц в 31 лицо контактных. Все они находятся в обсерватории, у всех взяты анализы, и все 31 человек показывают отрицательный результат. Сегодня нам подтвердил Якутск о трех заболевших. Это проводники поезда Москва-Биркакит, Москва-Нерюнгри. Сегодня мы также определили уже весь круг контактных лиц. Их сегодня 64 человека. Со всеми отработали мы. Люди помещены в обсервацию. И у трех сегодня предположительно положительный результат. И сегодня же мы эти тесты у 3 человек отправили в Якутск на подтверждение. В столице региона и нескольких муниципальных образованиях указом главы республики введен обязательный масочный режим. Что грозит при несоблюдении нового указа, знает Юрий Осипов. Если раньше соблюдение масочного режима носило скорее рекомендательный характер, то теперь это обязательное условие. Особый режим введен в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тиксе, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах. За соблюдением масочного режима следят сотрудники правоохранительных органов. Они патрулируют улицы и проводят разъяснительную работу. Что делаешь? Я катаюсь, я раз в неделю ухожу из дома. Сколько лет? Лет 13. Соблюдение введения масочного режима будет осуществляться контролем через те же органы внутренних дел постановлением правительства Российской Федерации. Вначале вежливо попросят всегда находиться в маске сотрудники милиции, а затем уже начнут и привлекать к ответственности за неисполнение правил, установленных во время повышенной готовности и карантина. Речь идет о новой статье, которая была введена в Кодекс об административных правонарушениях России с 1 апреля. Статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях гласит: невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан от 1 тысячи до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 тысяч до 150 тысяч. Для юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Соблюдать масочный режим необходимо при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также посещении общественных мест и магазинов. К сожалению, много поступает жалоб со стороны и жителей, и контролирующие органы постоянно это видят, что масочный режим именно в торговле, к сожалению, не всегда выдерживается со стороны непосредственно самих предпринимателей. Я считаю, что это надо приводить в порядок. Масочный режим – это обязательное сегодня условие. В Якутске деятельность торговых точек проверяет административная комиссия города. Ежедневно они проводят рейдовые мероприятия по проверке соблюдения масочного режима. На прошлой неделе мы осмотрели 38 торговых объектов. Из них выявили 28 нарушений. Из них 6 провели профбесед. И по 22 объектам составили акты, которые направили в Минпред. Чтобы обеспечить все население республики масками, Министерство предпринимательства еще с середины марта организовало работу с предпринимателями. Ежедневно в швейных мастерских производится порядка 8 тысяч многоразовых масок. На сегодняшний день министерством ведется реестр предприятий, которые занимаются пошивом масок. И в реестре на сегодняшний день 22 организации. В период с 18 марта по сегодняшний день предприятия реализовали более 200 тысяч масок для жителей и организаций Республики Саха-Якутия. Важно помнить, что введенный масочный режим, как и все принимаемые меры, направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, не меньшую роль в этом играет и социальная ответственность каждого человека. Для того, чтобы скорее справиться с болезнью, необходимо сочетание всех этих элементов. Юрий Осипов, Якутск. В Мирном, как показывают ежедневные рейды, большинство горожан стараются не выходить из дома без особых причин. Но не все соблюдают правила. По какой причине, выясняла Ивана Филиппова. У нас уже есть один случай, а если мало ли что, тем более здесь в парке сколько людей гуляет. И все без маски. Вы посмотрите, сколько деток, сколько... Конечно. О том, почему опасно гулять в парке или на улице, сотрудники полиции объясняют всем, независимо от возраста. Многие относятся с пониманием.
В принципе, люди спокойно реагируют, а в основном молодежи очень много. Если люди в возрасте выходят, то это выходят те, у кого там, может, действительно там сердце больное или еще что-то там хотят посидеть. Конечно, говорят, что у нас же не карантин введен, но стараемся объяснять, что у нас полная самоизоляция. Чем отличается карантин от самоизоляции? Первый подразумевает жесткую ограничительную меру. Его должны соблюдать те, кто вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировали с заболевшими COVID-19. В течение 14 дней запрещено выходить из дома. Что касается самоизоляции, его ввели в России 30 марта для всех категорий граждан. Им разрешено при крайней необходимости выходить из своих жилых помещений, то есть квартир, до ближайшего магазина сходить, до аптеки сходить, там купить лекарства, либо выгулять своих домашних животных, но не далее, чем 100 метров от их места жительства. С 1 апреля вступил в силу федеральный закон, который значительно ужесточает ответственность граждан за нарушение режима самоизоляции. Предусмотрены штрафные санкции. Однако ежедневные рейды по городу носят скорее разъяснительный характер. Если вы готовы идете, надевайте маску, перчатки. А вот тем, кто не соблюдает режим самоизоляции, после возвращения с других регионов или контакта с зараженным ковид, меры ужесточены. Если правоохранительные органы составят протокол о повторном нарушении режима, разъяснить правомерность своих действий граждане смогут только в суде. 20.6.1 статья, то есть эта статья предусматривает на первый раз предупреждение, потом на второй раз уже по усмотрению судьи, но как положено уже пойдет уже более жесткие меры, там уже будет предусмотрен штраф уже от 1000 рублей. Ситуация в республике по-прежнему остается сложной. Количество зараженных COVID-19 неуклончиво растет. По словам экспертов, главная составляющая по борьбе с инфекцией – общая ответственность граждан. Только самоизоляция позволит предотвратить распространение коронавируса. Ивана Филиппова, Марина Крутихина, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Контроль обязательного режима самоизоляции граждан будет производиться с помощью отслеживания геолокации. Граждане, прибывшие на территорию Якутии всеми видами транспорта, а также лица, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией и совместно проживающие с ними, дважды в день получают СМС-сообщения с номера ЕКОР-112. Жители республики при получении сообщения в течение 5 минут обязаны направить СМС-сообщение на номер 112. Таким образом, система позволит определить местонахождение лица, фиксируя нарушение или соблюдение режима обязательной самоизоляции на дому. На реках Лена, Алдан, Амга, Вилю и их притоках продолжается повышение уровней воды. Активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Ленского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Крестовская, верхняя в районе поселка Витим. Густой ледоход. По прогнозу по реке Лена у города Ленска, по прогнозу Якутского УГМС, мы ожидаем вскрытия реки в районе 30 апреля, 2 мая. По остальным рекам республики, это по реке Алдан, Амга, Тата, Вилюй, тоже происходят сейчас процессы разрушения ледового покрова, идут вскрытие боковых речек, идет наполнение реки, и также подъем уровня воды наблюдается до 30 сантиметров. Пятилетие празднует Малая академия наук Якутии, созданная на базе физико-математического форума «Ленский край». Благодаря работе единой структуры по выявлению, развитию одаренности детей в Якутии выстроена эффективная платформа, объединяющая всех участников научно-исследовательской деятельности школьников олимпиадного движения. Подробности далее. Учреждение Малой академии наук стало началом строительства нового учебно-лабораторного корпуса с интернатом на 100 мест. Присуждение стипендий для действительных членов и членов-корреспондентов и грантов для научно-исследовательских работ, включая научные экспедиции. Это очень уникальный, своеобразный клуб для умных, креативных, одаренных юношей и девушек нашей республики, которая нацелена на нахождение и поддержку талантов, на их всемирное развитие. Благодаря целостному подходу по олимпиадной подготовке школьников республика за 5 лет утвердилась с 40-го в 24-ю позицию по общему зачету. Малая академия наук – это такое прекрасное место, где переплетаются судьбы всех самых интересных ребят нашей республики, да чего ж там, всей Азии. Благодаря академии мы получили прекрасную возможность
учиться у лучших педагогов, познавать много нового. Сейчас региональные отделения Малой академии наук охватывают все районы республики. Успешно проведены Азиатско-Тихоокеанская конференция, Международные интеллектуальные игры, Азиатская физическая олимпиада, Международная олимпиада школьников Туймада. Другие масштабные научно-исследовательские мероприятия с участием стран-лидеров по качеству образования. Все началось с идеи одного человека, первого президента Республики Саха-Якутия, господина Михаила Ефимовича Николаева, создать фундамент Академии. Его форум «Ленский край» достиг в итоге всевозможных высот. За эти 5 лет работы Академии организация прошла новый этап развития. С успехом проведены многие учебно-тренировочные сборы, научные конференции республиканского, российского и международного уровней. Я бы хотел пожелать Малой академии наук дальнейшего поступательного развития, чтобы она стала центром мирового уровня, чтобы из Малой академии наук выходили ребята, которые способны вести за собой развитие всей нашей республики, всей нашей страны и даже мира. Перед Малой академией наук стоят амбициозные цели и задачи. Указом главы о стратегических направлениях развития образования в республике поставлена задача к 2024 году создать научно-образовательный центр международного уровня для работы с талантливыми детьми и молодежью, что позволит раскрыть потенциал детей из самых отдаленных сельских и арктических глубинок, взрастить новую плеяду талантливых, высококвалифицированных специалистов. Ульяна Егорова, Анна Захарова, Якутск. Какую роль в борьбе с коронавирусом в республике играет Алроса, мы узнаем у Алексея Дьячковского, заместителя генерального директора компании. Алексей Прокопьевич, здравствуйте. Добрый день. Наш телеканал регулярно информирует телезрителей о борьбе с COVID-19. Скажите, что предпринимает компания Алроса? Как она защищает людей в противостоянии с этим смертельным вирусом? Ну, надо отметить, что в нашей компании активная фаза работ против COVID-19 началась в начале марта. И действительно мы уже с середины марта перешли на самоизоляцию всех работников, которые прилетали или приезжали из-за пределов Мининского района. Ввели уже масочный режим, социальной дистанции. И обеспечение СИЗами уже пошло уже с самого начала марта. Конечно, проблемы есть с точки зрения соблюдения режима и самоизоляции, и каких-то таких мероприятий, связанных с социальным дистанцированием. И мы признаем, что есть эти проблемы, но в целом в компании ситуация, наверное, лучше, чем во всех предприятиях, организациях района. Сегодня совместно с районом мы создали штаб по материальной поддержке. Компания выделяет значительные финансовые ресурсы на помощь для тех людей, которые оказались в результате этой пандемии в сложной жизненной ситуации. Мы делимся своим опытом и копируем наш опыт именно в работу районного штаба. Организовали систему анкетирования в аэропортах Мининского района, и Полярном, Удачном, и Мининском районе. Кроме того, большая помощь оказывается медицинским учреждениям нашего района и Ленского района. Соответственно, выделяются конкретные лекарственные средства, выделяются СИЗы. И в целом, если говорить о тех мероприятиях, которые, если суммарно выражаясь, это 378 миллионов рублей на вчерашнюю дату. Это затраты компании на помощь и на борьбу с коронавирусом. Ну, пример, около 40 миллионов рублей мы потратили на приобретение новых современных тестов и передали в республику на 40 миллионов рублей. Вот вчера мы только согласовали еще приобретение дополнительных СИЗов на 25 миллионов рублей для наших районных больниц. Это противочумные костюмы. Главное здесь еще, коллеги, надо понимать, что их надо найти, потому что вопрос даже не в деньгах, а в наличии на территории, на рынке Российской Федерации. Соответственно, вот наши московские коллеги очень активно в этом плане работают и обеспечивают
всем необходимым нашим медицинским учреждениям. Скажите, пожалуйста, нашим телезрителям о таком, видимо, новом для всех якутян и, как мы знаем, традиционном для работников компании «Алроса» формате общения как хозактив. Ну, хозяйственный актив компании – это такая система коммуникации всех работников, всех подразделений компании. Это не одно мероприятие. Мы вначале проводим хозактивы по всем нашим структурным подразделениям, по дочерним зависимым обществам. Соответственно, там подводим итоги за прошедший период, ставим задачи, поднимаем острые, сложные вопросы. Исходя из текущей ситуации, отказались от очной формы проведения хозяйственного актива. Соответственно, мы сегодня, плюс еще изменения по сравнению с прошлыми годами, это активную коммуникацию мы делаем со всеми жителями нашей республики. Поступает много вопросов не только от работников, но и от жителей различных районов, улусов, городов нашей большой республики. Соответственно, на эти вопросы мы тоже отвечаем. И само проведение хозяйственного актива, конечно, показывает, что очень большая работа именно ведется с точки зрения объяснения той ситуации, в которой мы находимся, объяснения той политики, которую мы ведем, и, конечно, роли и значения компании для республики в целом. «Алроса» за прошлый год трудоустроено около 1400 якутян, стало известно. Это все-таки небольшая цифра. Почему так вышло? Ну, здесь необходимо отметить, что фактически все работники компании – это жители нашей республики. У нас внешней вахты таковой нет. Мы, если вахту формируем, у нас 2 вахтовых поселка у самой компании. Это Верхняя Муня, в Накыне. Ну и есть подразделение, которое работает вахтовым методом, это Алмаз-Анабар. У нас текучесть очень маленькая, меньше 5%. Это минимальная текучесть для нормального обновления коллектива. И в рамках этой текучести мы действительно набираем, в первую очередь, жителей нашего Минского района. Бывают отдельные случаи, когда нет соответствующей квалификации у работника, есть какие-то отдельные направления работы, где нужны определенные специалисты. Если мы в республике их не находим, то только таких разово, только в исключительных случаях обращаемся к внешней вахте. Алексей Прокопьевич, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.